Хайрлыгын достар, сегодня 1 октября 2025 года я только недавно вышел от своего подзащитного Марата Жыланбаева. Состояние его, скажем так, не особо, потому что только вчера он сдал анализы крови и мочи. Анализы будут готовы буквально через 2-3 дня, говорят. Он 11 сентября и 12 сентября на имя начальника учреждения писал заявление о том, чтобы его закрыли по безопасному месту в защиту от администрации и осужденных. То есть причиной является то, что появился новый начальник отдела оперчасти Дюшекеев Сагдат Серикович, который не дает ему закрыться по безопасному месту. Более того, хочет его сделать изгоем, как он говорит, и натравливает на него осужденных других, ссылаясь на то, что все беды происходят от Марата Жыланбаева. То есть Марат, который освещает деятельность столовой, то, что происходит в других помещениях учреждения, что там антисанитария, крысы, мыши, это все, значит, вина Марата, поэтому осужденные также стали на него нападать. Ну как нападать? Словесно пока. Но это не гарантия того, что это не перейдет и в другую плоскость. Замначальника учреждения по режимной оперативной работе Оралбай придумал, вопреки приказу МВД номер 819 по заправке постелей, свой метод какой-то заправки постели. То есть вместо сверху, значит, вместо одеяла, поверх одеяла он еще заставляет застилать простынями. Простыни. Вот. А простыня — это же гигиеническая вещь, в которую ложится человек, полностью раздеваясь. И как это может выглядеть постель, вместо поверх одеяла застилать простыни, которые, ну, когда в отряде, в корпусе этом 60 человек ходит туда-сюда, это же пыль поднимается. И, естественно, это, я считаю, антигигиенично. Также хотелось бы сказать, что 19 числа с Куиса приехали двое сотрудников. Это полковник Хакимов и подполковник Джапаров. 19 сентября. И Марат Жыланбаев был у них, то есть на личном приеме, где говорил о том, что он показал свои кучи заявлений, которые подает, но почему-то по ним никаких талонов ему не выдается. И более того, есть информация, которую распространила больница, где Жыланбаев был на обследовании, что 13 октября он объявляет голодовку. По этому поводу я тоже разговаривал с ним. Он говорит, если меня не закрывают по безопасному месту в защиту от администрации и осужденных, которые он писал 11 и 12 сентября, то 13 октября он вынужден будет идти на голодовку. Но причина, соответственно, является приговор незаконный, также то, что его хотят сделать изгоем, и следующий пункт, то, что не дают ему заниматься спортом вот по сей день. Хотя об этом говорится уже 3 года подряд, то есть почти 3-й год подряд, пока он находится здесь, о том, чтобы дали ему возможность бегать. Есть здесь на территории учреждения стадион, хоть и небольшой, 60 квадратов, но этого достаточно для того, чтобы он мог бегать. А руководство учреждения говорит, что ему достаточно бегать на месте, либо на локалке. То есть локалка — это помещение, не помещение, а пространство перед отрядом, где осужденный отбывает наказание. То есть, как общежитие перед ним. А там клумбы, белье висит. Потом курилки там всевозможные люди, потому что курят, выходят там в беседки. То есть нет там возможности никакой бегать. И до сих пор этот вопрос висит, как говорится, в воздухе. И самый главный вопрос с доверенностью до сих пор не решен. Хотя прокуратура города Степногорска дала четкие разъяснения, что доверенность выдается начальником учреждения. И она приравнивается к нотариальной доверенности. Но я был сейчас только недавно у начальника учреждения, который говорит, буквально в течение 2-3 дней все эти вопросы решит. Благодарю за внимание.